Таджикистан увеличил торговый оборот с Талибским Афганистаном. В Казани задержано 5 уроженцев Таджикистана за мошенничество и вымогательство. Таджикская валюта продолжает укрепляться в отношении доллара и евро. ЦСКА Душанбе и Худжанд города Худжанд стартуют на Кубке АФК 2022. Торговый оборот между Таджикистаном и Афганистаном в январе-мае текущего года составил около 36,3 миллионов долларов, что почти на 30% больше, чем в этом же периоде прошлого года. Об этом сообщает Статведомство Республики Таджикистан. Отмечается, что около 97% в общем объеме двухстороннего товарооборота за 5 месяцев этого года составил экспорт таджикской продукции в Афганистан. Главной экспортной продукцией Таджикистана в Афганистан остается электроэнергия, которая составляет почти половину товарооборота двух стран. Также поставляются соседям цемент и некоторые виды продовольственных и сельскохозяйственных продуктов. Афганистан занимает 8-е место среди стран-импортеров таджикской продукции. Внешний торговый оборот Таджикистана в январе-мае этого года составил более 2,7 миллиардов долларов, что на 4,4% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. Торговый баланс сложился отрицательный. Соотношение экспорта к импорту был на более 1 миллиарда долларов меньше. В этом периоде Таджикистан имел торговые отношения с 99 странами мира. Главным торговым партнером республики остается Россия, двухсторонний товарооборот с которой превысил 610 миллионов долларов. Также сравнительно большой объем товарооборота зафиксировано с Казахстаном, Китаем, Узбекистаном и Турцией. В Казани задержано 5 уроженцев Таджикистана в возрасте от 28 до 56 лет за мошенничество и вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан. Бандиты на протяжении нескольких лет ставили своих же соотечественников на счетчик, сообщают российские СМИ. В разработку силовиков банда попала после заявления одного из уроженцев Таджикистана. За 5 лет он, по версии следствия, передал им почти 11 миллионов рублей, после чего его терпение иссякло, и он решил обратиться в правоохранительные органы. В числе задержанных оказались отец и сын Мирзоевы Холмурат и Лухмондион и 2 граждан Таджикистана Фарахджон Султонов и Султонджон Султонов. Руководил неформальной диаспорой, по версии следствия, некий Алишер Мавлонов. В Таджикистане российский рубль продолжает укрепление по отношению к таджикской валюте, а американский доллар обесценивается. Согласно установленному Нацбанком страны курсу, сегодня, 22 июня, за 1000 рублей дают 177,2 сомони, а еще вчера было 176,5 сомони. На черном рынке ситуация с рублем немного иная. За 1000 рублей дают 174 сомони, а продают за 176 сомони. Что же касается доллара, то по официальному курсу сегодня 1 доллар равен 10,6021 сомони. Еще вчера, 21 июня, курс составлял 10,6031 сомони. На черном рынке 100 долларов покупают за 1020 сомони, а продают за 1040 сомони. Курс евро на табло НБТ тоже нестабилен. Сегодня 1 евро равен 11,18 сомони, вчера был 11,15 сомони. Вчера курс доллара в России побил рекорд впервые с июня 2015 года. На московской бирже доллар опустился ниже 54 рублей впервые с 24 июня 2015 года, а евро упал ниже 57 рублей, чего не было с 28 мая 2015 года. В пятницу, 24 июня, стартует групповой этап Кубка АФК 2022 в центральной зоне. Во второй по значимости клубном турнире Азии примут участие ЦСКА города Душанбе и Худжанд города Худжанд. В группе Е соперниками бронзового призера чемпионата Таджикистана Душанбинского ЦСКА будут клубы Сагдиана, Узбекистан, Алты-Насыр, Туркменистан и Нефче, Кыргызстан. Как сообщили в пресс-центре Федерации футбола Таджикистана, все матчи в этом квартете пройдут на центральном стадионе Душанбе. В группе F борьбу за единственную путевку в следующий раунд вице-чемпион Таджикистана Худжанд будет вести с чемпионом Кыргызстана Дардуем и обладателем Кубка Туркменистана Копендаг. Все матчи этой группы примет Бишкек. Победители группы сойдутся в зональном финале, победитель которого получит $100 000 США.